Здравствуйте, на БСТ программа «Интервью». И сегодня у нас в гостях президент волейбольного клуба «Урал» Валерий Николаевич Багметов. Валерий Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Не так давно Урал провел заключительный матч регулярного чемпионата Российской волейбольной суперлиги. 26 матчей позади. Давайте подведем итоги регулярного чемпионата. Ну и, насколько я понимаю, 7-е место – это лучший результат за последние 8 лет. Как удалось добиться этого достижения? Я думаю, что пока подводить итоги рановато. Еще остался полуфинал, остался плей-офф, куда мы попали. С 7-м местом это очень почетное место, очень хорошее место. Действительно, мы 8 лет команда на этом месте не была. Поэтому это путь, который прошли ребята за чемпионат, был по-различному. И ребята и болели, и полкоманды вообще не участвовала в чемпионате, 3 тура пропускала. Но тем не менее сумели выдержать накал борьбы и в результате с 7-м местом попали в плей-офф. Но пока точно сказать, кто будет соперником в первом раунде, нельзя, но с огромной долей вероятности это будет Новосибирский «Локомотив», как раз команда, против которой Урал недавно играл. Как оцените этого соперника? Вы знаете, это соперник, прошлогодний чемпион России, соперник очень квалифицированная команда, наполненная классными игроками. Есть игроки, которые в сборной играют России. То есть это высококлассная команда. Но если сравнивать и говорить о том, что как мы тут сыграли с Новосибирском у себя дома, складывается впечатление, что команда, они нас переиграли, но складывается впечатление, что команда на порядок выше. Я бы сказал, что здесь эта игра не показательная была для нашей команды. Все-таки соперник квалифицированный. Наверное, где-то у ребят был перенастрой, перегорели немножко перед игрой и не смогли показать тот уровень мастерства, который в команде, в общем-то, есть. Поэтому еще раз я повторяю, что вот эти предварительные игры с Новосибирском, они не являются показателем уровня нашей команды. А вот сейчас плей-офф, где накал будет абсолютно другой, где команды до 2 побед играют и вылетают, и уже дальше не продолжают. Вот здесь накал совсем другой. И хочется верить в то, что ребята вот эту напряженность себя скинут и уже покажут то мастерство, на которое они способны. В ходе чемпионата это неоднократно было, происходило, в том числе и с «Факелом». В «Факеле» играли в Нижневартовске. Это была показательная игра в Новом Уренгое, где ребята проявили высочайшее качество мастерства, упорства, ну и в результате обыграли одного из ведущих лидеров российского волейбола. То есть я думаю, что к плей-оффу команда готовится. Давайте скажем, в какие дни пройдут матчи первого раунда. Первая игра состоится в Новосибирске 20 марта. Ответная встреча будет проходить у нас в Уфе 28 марта. Если счет будет 1-1 в играх, то переигрывается 3-я игра, играется уже в Новосибирске 31 марта. И победитель этого противостояния попадает в финал 6. Да, финал 6. Какая задача вообще изначально перед Уралом стояла на сезон? Но мы никогда не ставим маленьких задач, мы стараемся перед ребятами ставить максимально высокие цели, задачи. Ну и на этот раз тоже задача ставится стараться максимально показать уровень мастерства и все-таки постараться попасть в 6. Как получится, время покажет. В этом году команда новый тренер. Как оцените работу Игоря Шулепова в этом сезоне? Знаете, Игоря Шулепова я, честно сказать, знаю с 17 лет, когда он еще только начинал играть в волейбол. По жизни как бы я следил за его карьерой. Он выдающийся игрок. И мне кажется, что у него есть потенциал и неплохого в будущем тренера, потому что он как тренер еще только растет и совершенствует себя. Поэтому, а то, что команда, ведь сначала изначально перед сезоном команда комплектуется, любая, селекционная работа проводится, уделяется внимание клубами и своим воспитанникам. То есть основную селекцию в том году проводил Шулепов, ну, естественно, мы вместе с ним определяли состав команды. Я к чему говорю, потому что
мастерство тренера начинается с селекционной работы. Здесь он ей занимается. И о том, что команда занимает 7-е место, говорит, что правильно была проведена селекционная работа и грамотно выстроен тренировочный процесс. Поэтому команда, не имея звездных игроков и сборников у нас нет. Команда была в этом сезоне омоложена на 6 лет. То есть команда моложе на 6 лет. Значит, пришли молодые, перспективные ребята. 24, 25, 26 лет в волейболе это еще молодежь, которая еще имеет у себя возможность раскрыть свой потенциал в дальнейшем. То есть у нас вот такой подбор игроков, у которых огромное желание расти в своем мастерстве, играть и побеждать. Вот такая селекционная работа плюс грамотный тренировочный процесс и привел команду вот к этому 7-му месту. А не было опасений, что столь серьезное омоложение может пойти не на пользу команде? Нет, опасения не было, потому что оно не серьезное, такое опасение. У нас там 20-летних нет, 19-летних нет. 24-25 это практически уже подход к зрелому игровому возрасту, волейбольному, но с определенным еще потенциалом на будущее. Аккуратно закрывали те позиции, которые у нас есть. Это связующий игрок, очень квалифицированный у нас, Порошин. Иностранец Перин великолепно цементирует команду своим участием. То есть вот у нас был подбор, неплохой подбор и молодости, и мастерства, и ребята в ходе чемпионата еще прибавили. По ходу регулярки команда рассталась с польским легионером Музаем. Вот, объясните логику, действительно так плох был Музай по ходу чемпионата? Вы знаете, в каждая команда имеет право 2 легионеров. Мы пошли по этому пути, пригласили 2 легионеров, один из которых, Перин, я уже сказал, набрал форму и профессионально относится к своему делу, и профессионально он очень помогает команде в общей игре. Значит, что касается польского нашего легионера, здесь то, что произошло, то, что мы расторгли с ним контракт по обоюдному согласию, бывают издержки, потому что мы ожидали от этого человека большего. Я вот эту вину беру на себя, потому что селекционной работой этого игрока занимался в основном я, приглашал его, но мы от него ожидали большего. Мы ждали 2/3 чемпионата, когда игрок заиграет. Мы так этого и не дождались. Поэтому приняли непростое решение, доверились тому, что в связи с уходом Музая будут играть Рыбаков. Многие говорили, что он не справится. Но вот мы пошли на тот риск. Я еще раз говорю, я беру на себя свою ответственность. Вот. И вынуждены были отказаться от услуг этого легионера, потому что он действительно не справился с своими обязанностями. Рыбаков нисколько не испортил картины. Это говорит о том, что команда из 5 игр выиграла 3 игры. Вот. И то, что 7-е место заняли достойно, это тоже об этом же говорит. Поэтому вот такая ситуация. Не секрет. И многие клубы, вот и Белгород отказался от 2 игроков и тренера в ходе вот буквально недавно чемпионата. И «Факел» тоже отказался от услуг тренера иностранца. Это рабочие моменты. Бывает такое. Ничего такого страшного нет. Это рабочие моменты. Вот на данном этапе 7-е место – это не потолок для Урала, и что нужно для того, чтобы шаг вперед сделать? Вы знаете, мы начнем с того, что мы вообще долгосрочную программу клубу делаем. То есть планы строятся на несколько лет вперед, потому что за 1 год достичь высоких вершин невозможно. И есть определенные, у каждой команды есть определенные пределы, потолок уровня мастерства. У нас ребята играют на максимальном уровне мастерства своего, которого они имеют на сегодняшний момент. Даже если взять Новосибирск, это более классная команда, но играть с ней можно и выигрывать их можно тоже. На этом этапе, в связи с тем, что коснулась и нашей команды, в том числе пандемия, мы пропустили 3 игры, основной состав не играл, основные игры, где мы потеряли очки. Далее, значит, нас коснулась ситуация финансовой части.
у нас как бы бюджет ограничен определенный. Мы вынуждены жить на том бюджете, но это все нормально, на этом бюджете жить можно. И вот видите, даже 7-е можем место показывать. Поэтому у нас в принципе в клубе стабильно и неплохо. Ребята стараются, и задача о том, что надо играть или надо выиграть, даже не стоит. Все хотят выиграть. Поэтому все-таки у нас определенный уровень мастерства команда имеет. И пока в топ вверх, я думаю, что рановато еще. Но выигрывать обязаны, нужно стараться, побеждать никто не отменял. Строительство команды на следующий сезон уже началось? Вы знаете, многие задали вопрос, почему вот в том году у нас ушло 10 человек. Ну, во-первых, мы рискнули. Вы уже задали вопрос, а не риск ли это был? Да, это был риск определенный. Но вот видите, риск, он оправдался, то, что мы в плей-офф попали с таким местом, хорошим, 7-м. Поэтому очень осторожно делаем селекционную, проводим селекционную работу на следующий год. Пока это еще в стадии, многие команды уже закончили, но мы еще в стадии поиска тех именно моделей, тех моделей, которых видит главный тренер, своей команды, с кем работать. Поэтому этот процесс, он сейчас только-только развивается. Сейчас в Уфе проходит турнир памяти Ульфата Мустафина. Расскажите, пожалуйста, об этих соревнованиях. Да, турнир начался. Начался он сначала, играют внутри школ, соревнования проходят. Далее формируется сборная школ, играет внутри районов. Далее сборная районов играет между собой. И финальная часть будет в конце апреля проводиться на Камышлинке, где будут играть девочки и мальчики, школьники за 3-е призовые места и за 1-е призовые места. Вот это будет финальная часть в конце апреля. Валерий Николаевич, спасибо большое за то, что сегодня пришли в нашу студию. И я, конечно, желаю Уралу пройти непростого соперника и оказаться в финале 6 в этом году. Спасибо. Будем стараться. А это была программа «Интервью» на телеканале БСТ. До свидания. Всего доброго.